Ребята, всем привет! Я сегодня в гостях у Жена Пост, и это у нас рубрика Жена Лаб. Давайте посмотрим, какие посылочки к нам пришли. Что-то очень тяжеленькое и как будто звенящее. Я сразу скажу, что я не знаю, что здесь, поэтому будем с вами вместе все это открывать. Слушайте, да? Запаковывают, конечно, все очень хорошо. Знаете, мне вот это доставляет какой-то отдельный кайф, какая-то медитация, просто вот так брать и вскрывать коробки. Но, знаете, главное скрывать все это аккуратно, потому что один раз я просто порезала содержимое внутри. Так, это у нас что-то интересное. У нас такие вот палочки. Кажется, это либо столик, либо какая-то тумба, что-то в таком плане. Кажется, это столик, потому что здесь, смотрите, есть колесики. Мне интересно, мы будем сейчас это все собирать? Болтики, шурупчики. Ух ты! Ой-ой! Так, сейчас мы это все уберем. Здесь, получается, такие подносики. Это у нас, скорее всего, будут наши полки. Инструкция, как это все собирать. Это у нас столик. Какой красивый, мне прям нравится. Я вспомнила, у меня есть точно такой же, который я заказывала, только в другом цвете. У меня был в черном. Мы его тоже уже собирали, он очень классный, мне прям супер нравится. Знаете, он выполнен очень качественно, поэтому он выдерживает разный вес и прям действительно держится и катается. Короче, вот это отдельно лайк, потому что оно у меня тоже дома есть. Давайте посмотрим на нашу вторую посылку. Так, кажется, это у нас что-то для дома. Пока что-то непонятное. Это у нас ведро, чтобы сюда наливать воду и мыть пол. Автоматическое оно должно быть. Так, у нас вот зарядка есть. Конечно, попробуем потом это все собрать, но выполнено, кстати, очень качественно. Давайте я открою само ведерко, потому что тут есть инструкция. Здесь есть инструкция, и вы сразу можете понять, как это все собрать и как это будет выглядеть по итогу. Да, это у нас такое автоматическое ведерко, где вы набираете воду и можете, возможно, давайте сейчас посмотрим. Тут у нас есть трубка. Так, это должно быть, здесь у нас получается насос, который выливает воду. Тяжело. Тут есть у нас, получается, панель управления, где можно все это нажимать. Здесь у нас получается разъем. Кстати, прикольная штука, но я не понимаю, что это. Короче, ребят, мы поняли, это мини-стиралка, это никакая не для швабр, ничего. Сюда, получается, вы закидываете какие-то маленькие вещи, настойки, либо детские вещи, и можно здесь вот так вот быстро все постирать, чтобы не включать основную большую стиралку. Мне кажется, это очень прикольно. Здесь, получается, у нас лопасти, все это собирается, можно ее заряжать. Здесь у нас, получается, вставляется вот такая вот трубка, которая подает воду. Это вот так, сливает воду. Короче, прикольная штука. Мне прям нравится. Надо попробовать. Так, это что-то легкое, очень тоненькое. Скорее всего, может быть, это какой-то фотоальбом или какая-то книжка. Давайте посмотрим. Так, вот с этой стороны. Открываем. Это у нас стекло, на котором можно писать. Прикольно. Это, знаете, мне очень поможет в видеографии, потому что хочется иногда... Это, короче, чтобы писать расписание. То есть у нас здесь идет дни недели, такая табличка, и, получается, вы можете это прикрепить и писать маркерами. То есть здесь сразу есть шурупики, на которые можно... Маркеры, стирательная штучка, еще что-то здесь. Кажется, еще одна такая стирательная штучка. Очень, кстати, прикольно. Я всегда хотела себе такую иметь, чтобы, когда я в школе училась, можно было посмотреть, что у тебя по расписанию, так поставить себе на комодик и писать какие-то заметки. Мне кажется, очень классно. Это у нас с мини-со. Посмотрите, какая она огромная. Мне прям очень хочется быстрее это открыть. Кстати, то, что вот я как раз говорила, нужно открывать очень аккуратно, потому что если вы режете прям вот так, вы можете просто порвать вещь. У меня такое уже было, поэтому не делайте, как я. Я стараюсь вот такие вот посылки открывать просто руками. Кажется, это плед. Упаковано прям очень классно. Давайте посмотрим. Да, это плед. Сразу бирочка у нас. Давайте поверим. Так, сейчас я вот это все уберу. Короче, это у нас вот такой вот плед, который должен отталкивать воду. Эксперименты. Короче, у нас есть вода. Будем делать эксперимент. Говорится то, что этот плед водонепроницаемый, он отталкивает воду. В прямом эфире делаем для вас. Ребят, реально. Или хотя, да, вода скатывается. Вот, видите, она прям скатывается. Но он все равно мокнет. Он прям мокнет очень сильно. А так, да, вот она катится. То есть, по сути, отталкивает, но так, на 10%. А так прикольно. Короче, ребят, сам по себе плед очень классный, но это больше просто подходит, чтобы
накрыть на диван сверху, либо там, не знаю, просто покрывало для кровати, какого-то такого мини. Поэтому так он, по сути, прикольный, но он не водопроницаемый, если что, ребят. Следующее, это у нас вот такая вот посылочка. Либо это у нас одежда, либо, не знаю. Нет, это не одежда. Нет, подождите, это одежда. Ага, это не, это Urban Review. Короче, у нас какая-то здесь одежда. Это у нас, кажется, сумка. Давайте попробуем. Мне очень нравится, что здесь есть пыльник. Это прям классно. Да, это у нас сумка, такая, знаете, в поход. Кто любит ходить, мне кажется, для вас это прям идеально подойдет, потому что она прям из такого материала, что вот она воду не пропускает. Очень, кстати, все качественно сделано. Мне прям нравится. Прикольная сумочка. Для тех, кто вот любит ходить на рыбалки, либо какие-то походы, либо в горы. Мне кажется, для вас это прям самое то.